Дорогие друзья, посмотрите, с каким красавцем я стою рядом. Это олень, это самое настоящее богатство и то, ради чего продолжают жить ивенки. Мы находимся в ивенкийском селе Иенгра. Это село раскинулось на берегу реки. Река называется Иенгра, в 50 километрах от города Нерюнгри. Сегодня здесь проходит большой праздник Хуктывун. По-ивенкийски это гонки. Все соревнуются на оленях упряжках или верхом на олене. Сегодня мы встретимся с прекрасными женщинами, хозяйками чумов, и поговорим о мастерстве ивенкийских женщин. Ну, а олень – это самое главное в семье ивенка. Это и одежда, это и еда, это и транспорт. Ну что, дорогие друзья, сейчас мы уже находимся в чуме, в палатке. Раньше это были чумы, сегодня современные ивенки проживают в вот таких легких палатках. Их легко снимать, их легко собирать, потому что ивенки, между прочим, кочуют один раз в месяц. Представьте себе, все это зависит от того, насколько олени быстро съедят тот мох, еду, накопытят из-под земли, как это все заканчивается, кормовая база, все, ивенки снимаются и едут дальше. Потому что вся культура, как я уже сказала, вертится, зиждется, основывается на олене. Друзья, сегодня с ивенкийской кухней национальной нас познакомит замечательная хозяйка, мастерица, хозяйка этого дома, хранительница домашнего очага Альбина Николаевна Дмитриева. Альбина Николаевна, здравствуйте. Здравствуй, Юля. Сегодня вы нам покажете ивенкийское национальное блюдо. Какое? Хлеб, ивенкийский хлеб. А по-ивенкийски как называется тупа. этот хлеб? Тупа. Какие продукты для этого нужны? Ну, сюда наливаем кипяченую воду. Так. Там сколько там, на 3, на 2, ну там смотришь. Наливаем соль, половину ложки и соду, чайной ложечки. Чайную ложечку соды, соли немножко, Да, и мука. И всё. Яйца нужны? Нет, таги мы яйцев нет. Да, ну откуда ж курить Да, туда мы яйца? без муки. Без Без яиц, то есть. Но без яиц. Да. То есть это получается вкуснейшие лепешки ивенкийские. Да. Дорогие друзья, дома можете попробовать. Для этого вам нужна всего лишь вот печка-буржуйка, да. мука, Сковородка. вода, сковорода, Сковородка и ну и соль и мука. мукульта. Мукульта. Мукульта вот это как бы Это да. Мешаем. мешаем. Да. Тесто, да. Мгм. Ну что, начнем. Да. Наливаю муку. То есть там уже у нас Все соль, есть, да. Соль, сода, все Ага. приготовлено. Ага. Наливаю муку и мешаю. И мешаем. Так. Альбина, вот я сегодня у вас на празднике нахожусь, да, я не увидела ни одного тучного ивенка. Вот в чем секрет стройности ивенков? Все женщины очень стройные. В чем секрет? Все сидят на диете? Или это особенности национальной кухни? Ну, смотри, ну, у каждого у хозяйки свое это, как сказать. Свои Да, секреты? да, Мгм. Ну и потом ивенки ведь очень много ходят, да? да, Они ходят да, за за оленями. оленями, да. Сколько за оленями, например, ну, может оленевод ходить там в день? Смотреть надо, иногда они даже допоздна ходят. Целый день? Да, с утра и целый уйдут, да, целый день. Они да. берут с собой еду? Ну и да, да, ходят, берут с да. собой, ага, там. А что вы даете, вот, допустим, мужчинам в дорогу, например, с утра пошли искать оленей, Ну, что им даете в дорогу? Вот тупа, это ивенкийская Хлеб, лепешка. да, хлеба, Мгм. чай там даем, потом что Сушеное еще? мясо, наверное. Сушеное мясо, Мгм. да. Оно очень богатое. Да, витаминами. котлеты, если там быстро сделаешь. Ну, котлеты тоже современные, да, еда да, такая, да, да. с Ну фаршем, так, на все, скорую да? руку, чтобы они закусили Перекусили, быстрее. Да, да, да. Мгм. И были силы искать Да, оленей. да. Ну, а в день примерно сколько километров они проходят? До 40 могут пройти? Ну, да, да, Запросто. да, да. Представляете, какая Да. кардиотренировка? Да, они даже иногда бывает, если далеко уходят, ночуют прямо, делают там из этих, как? Из веток? Да, шалаш себе. Шалаш. Или попадают, где там другие оленеводы живут, туда, может, там. Могут туда пойти? Да, там переночевать. Альбина Николаевна, тесто каким должно быть? Ну, не сильно это, как сказать, тугим, ну, средний, чтобы чуть помягче было. И тогда хлеба варится очень мягкое, вкусное. Запекается на сковороде. На Сковорода, я сковороде, вижу, у вас да. вообще старинная, древняя. Да, да, это сковорода моя, молодость со мной все идет. С тайги. Понятно. Наследство, наверное, да? Да, От да. мамы, от бабушки. Да. А кто вас научил готовить тупа?
Ну, я вот 20 лет вышла замуж, уехала в тайгу с мужем. И там мужа родители были, мать, отец. И вот он Всему показала, я начала сама это все делать потихоньку. А И так до этого же вы научилась. жили в интернате, да? Да, я с детства жила Конечно, в интернате. ага. естественно. Многие венки, вот Да. поколение Альбины Николаевны, проживали в интернатах. Естественно, родители там наши не такие было были. никакого обучения Да. именно вот тем премудростям, хитростям ведения хозяйства и венкийского. Ну, всему научилась наша героиня у своих у свекра и Да. у свекрови. Да, мои родители рано умерли, и когда я еще в школе училась. Замуж вышла, поехала в тайгу с мужем. И всю жизнь в тайге с ним жила, работала. И дети мои там тоже выросли в тайге. И стараемся, чтобы дети наши смотрели, вот шить, вот это все наше мастерство. Ой, какая красота! Вот смотрите, Чтоб они друзья, вот шили такие сами. сумочки. Это вы сами шили, да? Да, Вера? да, Ой, сама. вообще, очень красиво. Вот это называется как вот эти вот кусочки? Это олени. Лапки, Да, это да, остатки, да, да? да, да, Остатки с из остаток, производства ага. именно Да, вот всё пошива собираем. унтов. И вот из таких вот остатков, то, что остается Шьем от лапок, кумаланы. шьются кумаланы. Моя бабушка тоже, кстати, шила кумаланы вот из таких. А вот ваша сумочка такая красивая. Это тоже вы сами Это именно тоже да, из оленя? да, все из Остаточков. оленя, ага. Остатков шила. Красивая сумка. Мгм. Вообще, очень А это красиво. кумалан с оленей шкуры, Ага. а это пятачки оленей. Сбоку вот здесь у них бывает. Ага, Вот это вот. на коленках. Да. Пятачки. Всё со Они соединено. очень такие, наверное, ну как бы ну как, и шоркаться Да, не да. могут они очень быстро, Да, потому да, что, да, да. ну представьте, олени же лежат на коленках, да, спят? Да. Да. Вот у Я нас стол получилось возьму. тесто, очень такое, посмотрите, такой вот, ну, упругой такой консистенции. В то же время одновременно это мягкое. Вот и венкийский столик у каждой хозяйки. А кто вам этот столик сооружал? Муж делал. Представляете, вот от мужа что осталось. Это да? Пети, Посмотрите, вот. Такой легкий столик. Очень красиво. Ножки вырезаны. Вот такой столик. Очень старинный столик. Да, это муж делал. У каждой хозяйки свой Да, столик. свой столик, Наверное, да. такая традиция. Муж должен своей хозяйке изготовить своими руками столик. Да. Чтобы еда была напитана, наполнена Да. энергией хорошей, хорошими мыслями. Да. Чтобы дом был богатый. Да. Чтобы оленей было много. Ведь самое главное у ивенков – это олени. Олени. Чем больше, тем Олень, лучше. да. Альбина, а вот печка, она должна гореть круглые сутки, да? Ну, ночью мы, когда в тайге был, мы не топим. Только днем, вот, Только целый днем. день горит. Варить надо там, воду греть, стираться, если надо. Вот. А ночью наши, ну, у кого дети маленькие, они подтапливают Ну, конечно, ночью, да. чтобы ребенок тепло было. А это правда, что ребятишки маленькие, которые растут в тайге, они обладают очень хорошим иммунитетом, Да. они очень крепкие, сильные, Да. очень выносливые. Да, они даже вот поселок, в тайге бывает, они раздеты вообще, бегают. А поселок проезжает, они сразу начинают болеть, вот это кашель, все выявляется. А в тайге они нет. Не болеют. Не, Потому что в вообще. тайге воздух очень Да, чистый, да. все свежее. Да. И дети наши постоянно на улице бегают. Вот такую лепешечку сформировала наша героиня. А вообще тупа каждый день изготавливается? Ну Или- там, смотря как, сколько человек, Ну, в если... в вашей семье как было принято? Ну, я почти каждый день делала. Почти, то есть Да. свеженькая должна Да, быть, свежие, да. Ее можно и кругленькой запечь, а можно еще разрезать Да, и она маленькими как оладушками да, как-то сделать, оладушками делать, да. да? Вообще круто, здорово. Вот так с утра мы начинаем. Покушаем и начинаем хлеб варить, потом обед варить, потом у нас ужин, полник, вот это все у нас с утра. В общем, Целый хозяйка день. всегда вокруг Да, печки. плиты, да, Да. вот печь. Да. А вот заготовка дров, то, что это- воду принести, это Это чья обязанность? мужское уже. Это мужское занятие, Да, да? ну, если у них время есть, то они за водой ходят, а если нет, то мы сами воду женщины таскаем. ходят. Ну, и да, ребятишки таскаем, ага, помогают, да? дети, да, детьми, ага.
На сковородку, кладете на сковородку. нагревшую сковородку, без масла, Мгм. оно варит. А сколько запекается лепешка? Ну, смотря как печка горит. Мгм. А Если какой огонь сильно, должен быть? сильно затопишь, она уже начинает гореть. Ага. Надо средний огонь такой, чтобы не сильно горячий был. А? И вот так посмотрим, крутим, чтобы она не сгорела у нас. Заметьте, друзья, Вот сковорода такое. без масла. Да, Да? без Это масла. вообще Это круто. тупа, Да. это хлеб наш. Это тупа, и особенность этой тупа. Именно, а еще вот на углях, просто вот без Да, печки, а тоже это ведь мы- можно запечь. Это мы, когда вот это все, вот этот бока сварим, Мгм. и дверь открываем, и вот эту, Уже обжариваем да, да, бока. бока. Ага. Ага. А еще какие блюда ивенкийской национальной кухни вы бы отметили? Вот на вашем столе ежедневно что у вас? Ну, мы не будем считать масло, там, Ну. сахар там и прочее. Ну, в основном, когда мясо у нас есть дома, мы варим салат из сердца оленины. Ух ты! Потом уман оленей. Оленей уман это, Это вот где это, костный мозг да, да, оленей. да, вот это ставим. Язык оленей, печень. И это олени эти, из кишков делаем кишки, колбасу да. Ага. кровяную. Кровяную колбасу. Да. А кровь как берется? Она берется прямо вот кровь или же ее Нет, процеживают? мы или ее что-то? настаиваем, Так. кровь. Вот эта густота садится, а который наверху вот этого, мы ее на колбасу делаем. Мгм. Она получается прозрачная такая колбаса у нас. Дорогие друзья, ну, палатка вообще у ивенков – это удивительная вещь, потому что она была взята, скажем так, на вооружение от геологов. Это произошло в послевоенные годы. И, кстати, геологи пришли сюда, на Южную Якутию, ну, как мы помним, после 1930-х годов, когда прошла научная экспедиция, открывались залежи таких вот недр, как золото, медь, там, железо, там, ну и так далее, да. Ну, а как мы знаем, что здесь именно поселок Золотинка с одноименным названием, говорящим названием, здесь было очень много золота. Вот. У вас много золотых украшений? Не, я не таскаю. Вы не любите? Не. Ну вы из Золотинки, и вы не любите золото. И вы живете на золоте, но золото не любите. Да. Вот удивительно. Удивительно. Ну, а палатки – это здорово. И знаете, друзья, вообще стоит посмотреть фильм по повести Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя». В этом фильме, который был снят в 1977 году на киностудии имени Горького, показан быт жизни венков. В венков невозможно не влюбиться после этого фильма. И этот фильм, кстати говоря, он побил все рекорды кинопроката всесоюзного в 1978 году. Ну, а на каком-то международном кинофестивале даже завоевал приз. Ну, этот кинофестиваль, по-моему, называется имени Джека Лондона. Вот. Там про приключения, там, в общем, получается, этот фильм рассказывает послевоенная пора, именно как осваивалась вот эта огромная территория наша якутская. И наши ивенки всем селом приняли участие вот в этом фильме. Альбина, а что ценится вообще у ивенков? Ну вот, допустим, гостеприимство. Это Да, вообще в первую традиция у очередь, ивенков, да? В да? первую очередь, да, Мгм. вот это. А почему? гостеприимство. Потому что люди, которые приходят в палатку, приносят кучу новостей интересных, да? Ну, сидим с ними, Мгм. общаемся. Мгм. Вот Узнаем это что-то да, новое. Да. Скажите, а как современные технологии, как телефоны вообще вошли в раньше же жизнь не было ивенков? телефонов. И что вообще изменилось? Вот, ну, мы используем современные технологии. Что изменилось? Вообще что-то стало цифровым вот в хозяйстве у оленевода? Ну, у них Ну, сейчас кроме телефона. появились эти, как и говорят, вот, Ошейники, планшеты. планшеты. Да. Ой, Ноутбуки. а планшеты можно использовать в тайге прямо? Ну, если рядом они. Если рядом, Да, если да, есть вышка, да? Да, где можно, да. А вот говорят же такие технологии, допустим, печка топится, и можно зарядить телефон с А помощью там как-то специальный этот есть, как его, движок. Мгм. Движки они вот. Мгм. Именно от огня, да? Нет, почему от огня? От чего? От бензина. А, ну да, вот бензин нужен да. все-таки. Нет, от огня. А солнечные батареи используют? Да, ивенков? сейчас вот начали, солнечные батареи. Мгм. Вот Это для зарядки, наверное, Да, даже да, можно да, посмотреть да, телевизор, да. ну или там да, планшет, кино, да? ага. Да.
Мгм. А телевизоры есть? Смотрят венки Ну, сейчас у телевизор? кого? Кто может, наверное, есть. Я не знаю. Якутию 24 смотрите? Она не была, вот ее подключили. Подключили. Да. То есть сейчас будете смотреть, да? Да, да. Ну это здорово. Мгм. Сейчас будем смотреть. Классно. Так, вот это что за приспособление вы Это вытащили, я вот- поставили на печь? Это что это? Ну, это кружочек. Так. Я вот сейчас вот это сварю, Ага. чтобы возле печки не ложить, по бокам не ложить, я ее сюда поставлю, чтобы она еще доварилась хорошенько. Вот такая лепешка готовится. А супы готовят ивенки? Да, Какие супы? да, филе. В селе. Давайте расскажем рецепт. Филе мы из мяса варим, ее кипятим долго. И с мясом нарезаем кусочки и текает вот водяной это, вот это Бульон. Бульон, да. Мгм. Суп. Или иногда добавляем лапшу домашнюю. Сами делаем здесь. Потом, Из муки. да, из муки, получается. да, делаем. Мгм. И заправляете Да, лапшой. лапшой, ага. То есть суп И- очень простой, Да. очень такой, не какой-то там сложно сочиненный, Да. без каких-либо каких-то острых Без там всяких приправ. без да, То есть ничего не добавляем. только соль? Соль, да, и все. Ну, раньше мои родители, мать была, она нам варила из копыт оленей. Мгм. Холодец. Холодец варила и суп Мгм. из этого, Из из копыт, да. Ага. Она ее долго кипятила. Мгм. И как, И это очень как вкусное бульон, тоже как бульон, очень вкусный. Очень питательный и да, вкусный, суп, ага. да. И ничего туда не добавить, только соль и все. Ну, сейчас, не знаю, А никто вот не варит. сейчас оленей хватает вот в хозяйстве у вас в Енгре? Или не хватает? Нет, И оленей- как это сказывается на сегодняшней Оленей жизни совсем, ивенков? оленей теряем, волки появились, давят. Почти каждый год у нас пропадает Это волки, олень. да? То есть волки, большая да, проблема, да, волки, ага. оказывается, и не только для вообще Да, да. центральной Якутии, но Да. и северной, И ну иногда и южной. бывает, медведи тоже давят. Медведи тоже. Да, давит, да. Ну, вообще, надо сказать, да, все-таки медведь и, конечно же, олень – это тотемные животные, перед которыми преклоняются ивенки. На медведей можно охотиться? Ну, наши ставят самострелы. Мгм, мгм. Иногда идут караулить их. А вот мне вот всегда вот любопытно было и интересно, допустим, в тайге остались женщины одни, да, в палатке, мужчины ушли за оленями там, или Да, охотятся, да. и вдруг, не дай бог, медведь. Что делать? Ну, кто умеет стрелять, ружье берет, стреляет. Женщины, да, Да, хозяйки? ну, воздух, чтобы отошел. Костры Или начинают костры разжигать, да. а можно шуметь там Да, чем-то, да, вот, да, стучать можно, там, да, посудой, да, например, да, греметь, да, 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 очень чтоб сильно. отошел, То есть ага. медведь, чтобы он понял, что Да, здесь да. живут люди и Да. сюда идти не Ну, нужно, чтоб да? не трогал ничего. Ну, Бывает слушается такое. медведь, бывает Да, уходит, да? бывает, да, уходит, да. Мгм. Вот такие дела. Ну, а из-за того, что оленей мало все-таки, да, это, конечно, сказывается и на питании, да, Да, на сегодняшнем. да, да. То есть приходится питаться именно той едой, которая, ну, Охотники общепринята, убивают, да, Баюны общепринята. вот эти, да. Едут на охоту специально, чтобы мясо И купить. охотиться больше Да, приходится да, мужчинам. Нет, я имею в виду вот то, что, ну, как бы, скажем так, в магазине то, что еда продается. Ну, Приходится берем, переходить да. тушенкой, Да, как, допустим, или как-то да, вот. да, И берем, это да, да. не очень хорошо ведь сказывается Да, на, вообще на куда здоровье. деваться? Да, а куда деваться? Берем Да. тушенку и кушаем иногда. Это тут Как наша лепешка что-то не хочет вариться, да? запекаться? Ну, вот чуть-чуть так. запеклась. Да, сейчас сделаю. Сюда положу. Ага. Ну, так огня хватает, да? Огонь должен быть умеренным. Да. Мгм. Каждый день можно запекать. А вообще по времени сколько занимает вот изготовление тупа? Ну, смотря сколько варишь. Ну, может, там Запекать. 5-6, да. Вот А в эти. духовке можно запечь? Например, в городских условиях. Не у всех же есть Ну, буржуйка тут варят на балконе. на плитках варят. Ага. Но я не могу На на плите, плитке. Я на не газовой могу. плите. Не, На электрическая, да. Лучше на электрической, а на газовой? К вам же газ скоро придет. О, Не, на газу нет. не, Придется газ осваивать. Не, Да. Придется. на куда А деваться? вообще вот хорошо это будет, когда газ придет? Или как? Или Ой, мне что хорошо. связываетесь? Что А я связываете боюсь, с я приходом боюсь газа? газа. Боитесь? Да. У меня мама тоже боится. Да, газ.
Ну, там дети, видите, маленькие, вот из-за них вот что-то Ну, если переживаешь, соблюдать да, да. технику безопасности, Да, да, наверное, да. это удобно. Ну, То с есть одной уже стороны, люди да, как бы быстро варится, не да. станут топить печь, Да, да, да. А сейчас у вас в поселке ведь дровяное же отопление, да, в основном? Да, дровяное. В основном дровяное, Да. и социальные объекты отапливаются с помощью угля. Да, да. Ага. Котельная централизованная, Мгм. и это тоже не очень-то, скажем, ну, как есть, но не очень удобно. Да. А с газом, наверное, будет получше. Не Как знаю. думаете? Как Не думаете? знаю. Ну, Не наверное, знаете? не сара. Вот то хотя бы чище будет Да, экология. да, ну, с одной стороны, Ведь да. в деревне же у вас весь черный снег. Ну, не Вот говори. мы а проехались, вот это, абсолютно везде белоснежного снега, как в детстве, такого нет уже. Да, раньше не было Кругом такого, везде да. вокруг котельных чернота. Мгм. Это тоже, конечно, сказывается на здоровье. Да, 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 да. Мгм. А где лучше жить все-таки? Вот сейчас вы на пенсии, да? Да, я Где вы? Вы в поселке или вот стараетесь чаще выезжать Ну, на я природу, раньше в родную? ездила к сыну, Мгм, ну, там на недельки-две, Мгм. там была. мгм. Помогали ему по хозяйству, да? Да, вот Ага. шиши с собой брала. Мгм. Вообще мы говорим о хозяйке домашнего очага. Вообще, что входит в понятие работы чумработница? Что это за профессия? Вот каков распорядок чумработницы, вот, хранительницы домашнего очага? Надо вот утром встала быстро, Мгм, муж печку затопил, вот этот чайник вскипятить быстро, мгм. еду сварить ему, Мгм, на весь покормить день. его быстро, Мгм, да, да. чтобы он поехал, пошел за линями. Потом они ушли, надо обед варить. Мгм. Они это кто? Это муж, Муж, допустим, да, сын, да, Мгм. да. Ну и вот брат так. там, да, допустим, да, да. Потом обед начинаем варить, хлеба тоже, когда вот не хватает, быстро варим тоже. Ну, желательно хлеб варить Печем. летом утром, Ага. пока не жарко. Мгм. Или вечером, если не успеваешь. То вечером. То тогда, вечером, да. И то есть, представляете, это надо крутиться по хозяйству хозяйки чума буквально, ну, палатки, Да. буквально целый день. Да, и А стираться помимо надо. этого стирка. Да, стираться надо, воду греть, принести воду нужно. таскать надо. Да, это все вот это вот. А работы очень много в тайге. И детей там, шитье. А шитье когда? В какое время уделяете шитью? Ну, шитье Ну, то есть, я- пока световой день есть? Или Да, да, стараемся, да. Но если не успеваем, мы сидим. Например, муж там сел сбрую делать. Детей уложили спать. Мгм. Муж там сбрую делает, а я тут сижу, шью рядом. Малан, да? Да, При и- свечке, при да? свечке, Свечка да, шью, или да, да. лучины, Свечка, или что? свечка. Свечки, да? Да. Ага. Ну, примерно где-то до 12 сидели, О, шили. мгм. А сейчас также вот сохранился уклад? Или все-таки как-то все по-другому? Ну, сейчас я не знаю, как в тайге-то. Электричество же есть, Электричество да, есть. фонарик, Ага. да. Ну, хотя бы электричество да. есть, да? Сейчас, например, свечка-то редко. А так, наверное. получается, и венки продолжают жить, как вот в прошлом веке, Да, да? да, 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 поколение вот это все повторяется, ага, да. Это хорошо или плохо? Конечно, хорошо для наших детей. Жизнь не очень забывай. понятная, Да. очень простая, Да. никаких нервных стрессов, Да, да? да, да, да. Никакой суеты, как Да, у горожан. да, спокойно Так всё, что у ага, кого так. есть желание стать оленеводом, это можно? Вот просто с Конечно, нуля. можно, Допустим, да. кто-то человек захочет Да. стать оленеводом. Может Да, быть? да, да. Может, друзья. Конечно. Ну, сейчас вот молодежь в основном что-то не хотят лениводством заниматься, пацаны. Ага. Я не знаю, почему они. А раньше Ну, дети потому что рвались. соблазнов, наверное, очень много. И Наверное. наверняка думают, что жизнь в цивилизации, она гораздо лучше, Да, чем, да. допустим, Наверное, жизнь наших да, предков. да. А сегодня те, которые живут в цивилизации, они стараются, наоборот, убежать от этой цивилизации, очень многие. Потому что жить в постоянном темпе, в постоянном бешеном темпе, это очень тяжело. Да. И многие просто заболевают, и, допустим, от таких вот больших стрессов у людей случаются различные заболевания. Ну и, а когда живешь ты просто, вот, то, что ты наохотился, да, Да, то, да, что своё, ты да, добыл, Ну. там, допустим, оленя дикого Ну. на пропитание. А вот у ивенков, скажите, есть вообще культура поведения на охоте? То есть, допустим, сколько ивенки могут добыть соболя, например, в год? Или там того же дикого оленя? Ну, смотря... Ой, как охота пойдет. Все зависит же.
охоты и от хозяина самого. Мгм. Ну, например, он там ставит капканы, да? Ну, там попалось штуки 3. Или если у хозяина хорошая собака, вот, загнала на дерево, он стреляет. Вот это вот тоже роль играет. А баюны, смотря расстояние от дома, это уже все тащить надо. Ну да. Мясо. А сейчас это нужно же как бы... Раньше это все делалось вручную с помощью оленя, но Да, поскольку да, да. оленей не так Да. много Мгм. в каждом хозяйстве. В советское время в Венгрии очень много оленей было. Да, да, вообще. До 200... Да, да, да. Сколько, Ну, мы вот когда с мужем... сколько голов было У примерно? нас 700-800 было. 700-800, Да, это в одном стаде. да. А сейчас? А Во сейчас? всех хозяйствах ваших Ну, сейчас родовых? я не знаю, по общинах? 200, наверное, есть, наверное? По не 200. знаю. А сколько родовых общин? Штук А 10 ты- есть? Ну, штук 6-7 есть, 7 наверное, есть, да? Вот у нас лепешка почти уже Готова. приготовилась. Да, сейчас. Вы будете открывать печку и туда Да, 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 закидывать? сейчас, ага. Мгм, сейчас мы... Всё уже можно. Там, колесо, дай мне. Алена. Лена? Если нету, придется так. Ага. Так, Надо сюда вперед уголь дернуть. Палку туда назад толкаем, чтобы уголь впереди был. О, как умно. Так вот. И варим. ох, так какой вот. жар! Да, с в печи. печке вот так сидим, варим хлеб. Летом надо вот постоянно. Утром рано встаешь, варишь. А если не успеешь, то вечером, когда прохладно уже встаешь. А днем невозможно, если жара на улице. Специальные куски друг другу. Они Все, говорят, сварила, все. старая. Хлеб. Ух Вот ты! все. Готовый хлеб. Вот такая лепешечка получилась. Дорогие друзья, сейчас мы будем чаевничать, как всегда, в любой гостеприимной палатке у ивенков. И сейчас вот то, что я приготовила дома, выезжая в командировку сюда, на свою родину, вот этой оладушкой якутской, я покормлю матушку огонь. Очага, пусть будет все хорошо в этом доме и у нас с оператором. Покормим. Это национальное Ну, валкийское блюдо. рассказывайте, Вот ставьте и это салат рассказывайте. сделан из оленьих кишков. Мы ее намололи, лук добавили. А это салат из оленьего сердца. А вот тут он тоже стоит. Нет, я не ем. Молоко вот оленье, вареное. Сварила Вот оленье это молоко. да! Для вас. Для вас. Друзья дорогие, это жимолость. мы сегодня Жимолость. попробуем прям вот роскошное национальное блюдо венкийского стола, от которого никогда не поправишься, но ты будешь здоровым. Ну вот, дорогие друзья, вот она, и венкийская лепешка, которую испекла наша хозяйка Чума, наша Альбина Николаевна. Альбина Николаевна, она прямо такая теплая, такая ароматная. Мы сейчас будем пробовать. Очень крутой венкийский стол нам закатывают наши хозяйки. И хочу отметить, в палатке в любой венкийской, дорогие друзья, вот напротив, за столиком, это место для почетных гостей. Здесь будет сидеть сейчас оператор. Это малу называется место. Женщинам там сидеть не полагается. Поэтому я, как гостья, скромненько примостилась вот здесь вот с краешку.